Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. 6 августа 1996 года произошла очень знаменательное для судьбы чеченского народа событие. В тот день тысячи чеченских вооруженных формирований вошли в город Грозный, где был, и захватили ее обратно. И вот это стало поворотным моментом окончания Перечеченской войны и капитуляции России перед чеченскими формированиями. Я просто забыл про это. Я помню подростком, когда это было, какая была эта радость, что вот наконец-то война закончится. Наконец-то это зачистки эти, знаешь, очень сложно было жить в то время. И морально, и физически. Многие люди, война это никогда она ничего хорошего не приводит. Поэтому не потому, что была раз, вот чеченцы, вот это. Просто вот что это кошмар закончится. И была надежда, что больше никогда оно не повторится. И вот ошибки будут учтены, тем более руководство Чеченской Республики, тогда Ичкерии, там они взяли на себя это обязательство защищать нас, чеченцев. И вот, казалось бы, знаете, э, радости было без конца, но вскоре эта радость растворилась в будных проблем. Война, война-то закончилась, и люди, хотя и не бомбили, какие-то были сдвиги с Москвой, хотя бы какие-то отношения появились. И казалось, вот сейчас все закончилось, наши страдания, но это было короткая промежуточная остановочка. Эти люди, которые, знаете, просто это была удача, просто русские испугались. Они, испугавшись того, что вот этот страх же, она многократно, вот эти, конечно, как это сейчас Палестине, они же эти сказки придумывают и потом сами верят. Точно так же вот эти исчезли, у нас десятки тысяч войн, там это было, и русские верили, потому что думали, что вот вся Чечня просто кишит этими солдатами, и им казалось, что вот весь чеченский народ, да, против них, и вот даже в маленьких детях они видели эту угрозы, в школьниках даже видели угрозу. Ну, вот так, когда ты на чужой земле, и каждый куст тебе кажется вражеским. Ну, это такое понятие. Это я почему сейчас про это рассказываю? Потому что я-то снял этот ролики по Ичкерии, но вот решил, что не буду класть, потому что это свою манеры, я потом некоторым подумают, что я против чеченского народа, или против, я не знаю, Кадир, или против вот Ичкерии. Я не за против, я никого не ставлю на пьедестала. Мне важно, вы знаете, я это все через себя пропустил. Я не посторонний, я это время не жил в Калифорнии, под пальмами там прохлаждался. Я это слезы, мои слезы, это мои мечты, эти мои страдания. И я вот решил сегодня, тем более они самые, вот вдруг вспомнил 35 победы чеченцев в этой войне. Я удивился, когда этот ролик увидел. Но была одна победа, все остальные проигрыши, это мы не считаем. И вот эти люди, которые по Европе, вот почему-то решили помпезно отметить вот эту 30-летнюю годовщину события 6-8 августа 1996 года. И вот эта война, да, они выиграли, они победили. И русские заключили потом, в 97 году заключили, когда президентом стал Аслан Масхадов, они заключили мирный федеративный договор.
И, казалось бы, живи, процветай, да, есть проблемка непонимания, но рядом огромная страна, которая во всем мире, вот как бы мы не хотели, не хотели, но это Россия. Это одна из самых больших стран на Земле. И ядами, оружием, весь советский арсенал этого оружия. И с ней считается, как бы кто бы что-то о ней говорил, с ней считается, и она как преемник СССР там имеет вот эту власть, потому что она сама Россия, как этим мужам 3-4 года. Сама Россия, Эленок или утенок, который вылупился. Просто, ну, такой, просто из-за того, что она преемница СССР, вот это все, это слава, это богатство, это арсенал, все достались им. И я к чему иду, вот война, вот это, нужно, наверное, сказать, вот знаете, наша чеченская авось, вот знаете, когда ты какую-то авантюру, вот хочешь провести какую-то авантюру, вот в семье ты проводишь, да, вот сейчас я возьму деньги где-то в долг того, что-то я сейчас бизнес делаю, а потом я эти деньги обратно отдам, а потом я себе куплю квартиру, своей жене из села возьму, мы переберемся в Грозном и будем жить там, шиковать, там столичные будем. Вот такие места, и вот ты, там же есть, вот, опять же, авантюра, вот ты решил вот это провести, эту операцию, не получилось, ты прогорел, твоя бедная отец и мать, это все должен расхлебать, и ты потом, то, что твое отцовское еще, получается, ты положил под эту проблему свой отцовский дом или участок, и вот один чаще твоя мать, твой отец, который ни при чем, то, что ты или твоя, или ты сам, я не знаю, вот это бывают такие много событий. И вот лишаешься всего, и вместо того, чтобы идти к прекрасному будущему, ты должен расхлебывать вот свое авантюрное вот эти решения. То же самое с этими ишкеринцами. Идея очень прекрасная, высокая. 500 лет чеченцы умирали за свободу. Сколько же горя, несчастья эта Россия нам принесла. И в нашей истории нет такого светлого, нету ни одного светлого пятна, чтобы они нас, я не знаю, как-то уважали, как-то, если, как-то, если ну, там оставят, хотя бы оставят, если нет этого уважения, если вы высокомерные люди, приближительно относитесь к другим, хотя бы оставить их в покое можно. Нет, всегда вы в своей истории, всегда используете нас, чеченцев, чтобы знать свои эти черные дела, делать на это Кавказе, на это все. И вот этот откуда-то не появившийся советский генерал из города Тарту, Эстонии, который всю свою жизнь, имеется в виду Джохар Дудаев, да, он, наверное, хороший генерал советской авиации, но он не был прирожденным руководителем, он не был политиком, он был солдатом. Он по этим воинским частям, чтобы стать генералом, он не жил на одном месте, он не вникал в эти проблемы, всю жизнь гастролировал. Как и артист театра или погорел, я не знаю, гастролер, получается. Я не принижаю, просто я просто, чтобы вы знали, чтобы это не то же самое. Солдат и инженер – это не то же самое. Вот я хочу этому вам сказать. Вот человек, который нигде не останавливался, не был в этим в курсе ничего, всю свою жизнь проживший за пределы этой Чечено-Ингушской ССР, и русская жена тоже это накладывает. Если ты живешь в семье, у тебя братья, вот эта огромная семья, вот как наш, у меня брата тоже в Санкт-Петербурге, он живет всю жизнь, русская жена, ну так у нас много братьев, мы туда приезжаем, оно вот жена больше мусульманка, чем вот наши, вот так это, когда ты
очень тесно общается с семьей, а генерал, как семья же не будет, он служит где-то в Владивостоке, потом сразу его переводят в Краснодар, потом переводят сюда, переводят туда. Но это такие зигзаги, скорее всего, я не знаю, было у них братья, не было. Но вот так получилось, что человек отделенный от нас, вот, не знает тонкости нашей быта, не знает трудности, которые мы переживаем. И вот, представляете, человек пришел, все, да, конечно, когда он приходил в 91 году, все было, 280 всесоюзных заводов, предприятий. Представляете, сотни миллиардов и долларов уже экономики Чингисской ССР было. И вот эти огромные куски вот этого денег, вот все, вот напички, вот эту самолет, техники, воинские часть Чечении, очень огромный регион был. И вот это, представляете, что шестая экономика СССР, вы можете это представить, шестая экономика СССР, это, скорее всего, Москва, Санкт-Петербург в округе, а потом вот этот, что еще может быть, Украина, Белоруссия, примерно, скажем, 4, сама РСФСР, 5, и все, что там может быть, еще что было мощнее у нас в стране. Ну, вот так, представляете, Российская Федерация, которая советская, Украина, Белоруссия, может, примерно, можно сказать, Казахстан, не, Казахстан это, смотрите, Украина, Белоруссия, РСФСР, Москва, Ленинград и шестая была Грозная, Чеченгусская, представляете, вот так. И вы можете себе представить, сколько богатства нам досталось от СССР? Это то же самое, от СССР, знаете, сколько богатства всего досталось Украине? Они потом за этот газ продавали эти тысячи самолетов, десятки тысяч танков в России обратно. Вот поэтому в 2022 году случилась эта война. Потому что они все отдали, все распродали, Африку продавали. Они, по-моему, вот ничего не делали, продавали свое это оружие в оружие. Точно так же у нас на территории Чечен-Ингусской ССР осталось очень много богатств, очень много добра. Город, огромный город, где, я не знаю, мегаполис еще нам достался. И вот, конечно, когда ты не с нуля, они с низов, не с трущоб начиная свой день, а с самым современным, самым богатым городе решил понтануть, конечно, получилось. В разговоре получились, на видимость государства получилось, но не получилось само государство, не получилось какой-то, я не знаю, трезвый вот это, авантюристы, вот получилась авантюра, но не получилось наше столетнее стремление. Вы представляете, человек, русский генерал, поставил на одну чашу весов авантюру и другую нашу судьбу. И вот история это не прощает. Ты у себя дома, я вам объяснял, хочешь Грозно купить квартиру, уйти от матери, отца, матери, со своей женой, с детьми, хочешь начать новую жизнь, и ты авантюру сделал, и не то, что в квартире Грозно ты не получаешь, но и лишаешься того, что у тебя было до этого, и своих родственников, своих это, родных на тяжелое воспитание. То же самое, это Джохар Дудаев, да, это была красивая идея, можно заявить, да, можно, это не преступление, потому что в 91 году многие республики заявили об этом независимость, но они были союзными республиками, а Чечня была автономной республикой в составе РСФСР. И вот заявить можно, да, там можно поиграться, да, там посмотреть, получится, не получится, это мы же не можем знать, мы не можем угадать это. И то время, очень сложно были времена, и вот попытаться можно, я просто ничего, никакого... Я не против Джохара Дудаева, попытаться можно было. Можно было посмотреть, что из этого выйдет. Ну, вот до конца я пойду. То, что
он генерал, он знал с самого начала, что будет чеченская война. Он с самого начала знал, что вот город Грозный будет полностью разрушен. Зная это, зная то, и вот он вот этот стал заложником собственной политики, этой независимости. Почему вот я так думаю, еще 1 год, 2 года, когда ты сориентировался, когда ты понял, что вот Россия не отпустит ни в какую, что можно было в такой ситуации, я не знаю сделать, но если ты взял на себя эти обязательства, ты обязан был выпутать из этого кризиса. Знаете, сколько мы потеряли, еще потеряем, потому что эти люди наши, потерянные люди, поэтому Европы сидят и на наши люди эту грязь. Это тоже наши граждане Чеченской Республики, которые заблудились. И вот эта идея, вот до сих пор эти прекрасные идеи прикрываются. И вот если говорят А, не говорят Б, не говорят С, не говорят Д, что потом с нами произошло. Вот они сейчас так восторженно говорят о 30-летней годовщине победы чеченского народа над русским империализмом. Хорошо, да, это красивая дата, да, это поплясали, потанцевали. Ну, в реальности нам показалось, что вот эти люди не стали учитывать вот это, сделать все возможное, чтобы потом не получилось второй чеченской войны. И что получилось? Джохар Дудаев ушел в мир иной. Мы не можем говорить плохое, или должен быть хороший, плохой. Мы не можем говорить о человеке, который ушел. И вот его ошибка, вот он это взял. Еще блефовать, знаете. Ты можешь блефовать где угодно. Вот я тоже иногда в своих беседах могу поблефовать, но я туда ставлю на кон свою, вот если что-то случится, это значит со мной случится. Не с моим отцом, не с моей матерью, не с моей тетушкой, не с моей вот троюродной сестрой. Это я могу вот блефовать, авантюрничать, вот ставя на кон свою вот честь, достоинство, вот это. И вот человек, зная, вот как он мог, вот я не могу ему простить, что он поставил вот на это, вот знаете, вот чеченский народ, как будто бы ему этот чеченский народ достался от Бога, как будто бы ему этот чеченский народ достался по наследству. Вот он почему-то русский советский генерал Дудаев, явившийся ниоткуда. И вот откуда он явился, мы знаем, где он жил, в городе Тарту, Эстония. Да, он там, вот это было самым главным, что он вот порядочный человек. Откуда мы знаем, с кем он сотрудничает, с кем он там дружбу, братанство выводил. Откуда мы знаем, что мы просто приехал человек. И вот то, что он чеченец, это не для нас, сколько подонков, сколько негодяев среди чеченцев, сколько гаденышек, сколько идиотов среди этих других. Вот нам врагов не надо. И вот доверился человек, весь чеченский народ доверился человеку. Мы знаете, как мы сейчас, если бы у нас получилось бы подружиться этой России, у нас получилось бы вот это все это сохранить, какие мы были бы богатыми людьми. Даже сейчас это видно, когда Чечня вся строится, сколько там всего. Представляете, на чистой экономике Советского Союза, как можно было бы подрасти? Мы бы вообще были бы центром, наверное, вселенной. Вот зачем нам тогда это зависимость спрашиваться, быть на коленях, мы сесть на коленях, мы поднять голову. Даже, вот я вам говорю, это было нечестно, это было неправильно. Вот так, вот знаете, как будто бы эти Чечня им досталось по наследству от дедушка, когда-то был символ благородной цели, но эта цель уже, я не знаю, 100 раз поменялось, и вот сколько подонков, сколько негодяев, сколько алчных людей вокруг этого Дудаева, он это ничего не видит, он ничего не слышит, слышать не хочет, хотя бы, вот он сказал, да,
Чечня просто заявить надо было, заявить нужно было, что мы хотим независимое государство. Это можно было же, я не знаю, если у тебя нет ничего. Вот ты стал во главе вот семейства, я вот примерно, я женился, я знаю, какие у меня есть возможности, сколько у меня на моем сберегательном счету, что я могу позволить, что я не могу не позволить. Ты же реальность, вот когда ты, да, ты пока ты не стал главой, вот примерно я говорю, ты же не знаешь это. Ну, хорошо, ты стал за год, за два, за три, можно было понять, и можно было увидеть, что ты как военный, человек мог бы знать, что мы идем в пропасть. И вот, что, вот моя вот претензия к этому Джохару Дудаеву, что он не остановил вас на краю пропасти. И вот ничего с нами не случилось бы, мы не потеряли бы свою честь, не потеряли бы свою голову, если бы умудрился бы он договориться. Но это было уже поздно. Вот это в самом начале это нужно было как-то, или вот так, да, что выбрать? Выбрать же очень сложно. Или светлое будущее, или прошлое. А мы прошлое, прошлое, прошлое. И к чему хорошего оно привело? Привело одной капли. Сколько тысяч людей потеряли свои мечты, сотни тысяч людей. Десятки тысяч молодых чеченских парней отдали свою жизнь. Вот непонятно, ради какой цели. Да, у нас, знаете, если это, да, вот еще сделал такие извращенные понятия, как будто бы нас, у нас Россия унижала, но она унижает всех, и своих тоже, русских унижает. И вот как, как будто бы только нас вот в этот прошлом вот, цепились. И вот результат был, вот победа была. Даже тогда не воспользовался этой победой. Хотя бы, знаете, вот как это, Россия, представляете, огромная страна сделала нам уступку. Сделать хотя бы уступку, понятно, вот хорошо, Ельцин, вот это, давай мы вот это, нет, потому что это боевые командиры, все эти тоже колхозники бывшие, комсомольцы, и вот это, потом начался хаос, начался безвластие. Как пока был жив Джохар Дудаев, он их хотя бы чуть-чуть, и то были вот эти перекосы, то Аргун захватывали, то Гудеремес захватывали, то в Грозном эти перестрелки, целые районы Дудаев они контролировали, целые микрорайоны, потому что там сидят эти бандиты, непонятно откуда взять. И вот так, и Москва, вот она 300-400 лет не смогла с нами. Вот это вот воспользовалась моментом. Вот тоже Шамил пришел, этот имам Шамил, то же самое с нами русские сделали. Подчистую выкосили нас, а потом все это сделали эти ингуши, отдали все эти ингушам. Вот плоды они пожинали. Хотя русские Иванушки умирали, а вот выгодополучатели были ингуши, потому что они этих ущелий спустились, и вот чеченские эти все земли заняли. И вот первая Кавказская война это показала. А потом сейчас вам показывают, вот эти, первая, вторая Чеченская война показала, как они снова воспользовались, снова захватили наши территории, вот снова нас ненавидят, не русских, который их депортировал, не Сталина, который, скорее всего, они поставят память Сталина. Честно, зря я так думаю, они поставят этот память Сталина, потому что, знаете, вот русские не виноваты, виноваты чеченцы во всех проблемах и этих ингушей. И вот так, вот бросаемся на такие, я слушал, я очень много послушал их. Бросается вот какие-то, как будто бы, знаете, это же, если не касалось бы целого народа, вот как это было бы прекрасно, как будто бы эксперимент, да, удался эксперимент, но это не значит, это был успешный эксперимент. И вот эти люди, вот я удивляюсь, поэтому я, честно скажу, если я буду говорить на вас жестко, это я очень критичен. Я сам ичкеринец бывший, я сейчас понимаю, как я заблуждался,
как я был, как меня обманули люди. Это же был обман. Вот Джохар Дудаев стал главой этой республики. Он же знал, что у него нет войска. Он же знал, что он в России, сколько вот это, столько всего. Он как генерал, я как простой парень не могу знать. Да, я могу, ура, 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 на этих площадях Грозном скакать. Но я же не знаю, как военный, что это нельзя было против России, потому что это огромное, вы знаете, тем более в те времена, никто бы за нас не заступился бы. Да, сказали бы, вы сочувствие показали бы, и все. Так и было. Нас бомбили, Семашки, 500 человек убили. И только Европейский Союз вот этот осуждаем действия федеральных войск в селе Самашки. Вот это аббревиатура осталась, а там то, что там 500-600 человек убийца, вот это за один день это было. Это же тоже вот так это, вот так. И вот все это зная, этот господин, еще грамотный военный, генералом не каждый, и руководитель, вот это я, вот в военные дела, да, он там что-то готовил, там 100 человек, 1000 человек подготовил. Воинская, президент, помните, президентская гвардия? Сейчас смешно это было, а мне тогда сверх воинского вот это казалось. Вау, сейчас мы Россию зададушим. А это ничего, это просто президентская, это какая-то гвардия. И вот как по этой телеку пропаганда нас всех обманывали. А были люди, которые нам говорили, что это не надо верить всем, что говорят по телевизору. И вот эта высокая цель, до сих пор эти подлецы негодяи сидят, и вот этот рассказывают, вот я заметил, что все, вот, никто не говорит про чеченцев, как они страдали, что кушать не было, как вот выживали люди, ничего не платил, зарплаты не платил, пенсии не платил, хотя Россия их присылала, но вот им казалось, что они должны готовить, вот сколько этих суммами бросались туда-сюда. И вот это смогли купить 2 вот этих немецких, которые дороги делает, асфальт старый берет и новый закладывает сразу же. Вот эти 2 машины были. Вот сверх ни одного здания там не построили. И вот то, что осталось от Советского Союза, от Чечен-Ингушской ССР, вот продавали станки, все заводы. 200, это не один завод, это не 2, это не 3. 208 всесоюзных предприятий, которые шестой экономики Советского Союза, 260. Они даже могли сделать танки, там Грозный Красный Молот завод же был, они могли даже танки там делать. Ну вот так это. И вот каждым днем вот кушали то, что вот осталось от ЧССР, вот проедали свое будущее, проедали свое вот все вот это. И вот сейчас то же самое. Сидят и нас хотят убедить, что это самая великая цель Ичкерии, это самое это было нечто с чем-то, да, это был большой, вот это нечто с чем-то. Вы извините, ребята, я знаю, вы чеченцы, я не воевал, но я медицински помогал, в больницах там раненым, вот это, очень много я помогал, но я не был участником этих боевых действий, потому что я не мог, и я и не буду. Я, как вам сказать, пацифист по жизни. И для меня, знаете, войны — это оружие. Убивать я не смогу жить, если я убью другого человека. Это каким бы врагом ни врагом, для меня вот это пацифистское, у меня вот это. И я бы не смог бы пережить, скорее всего. Ну вот такие есть люди, которые очень добрые, очень, я не знаю, даже я даже какой-то человек обижаю, и вот потом очень жалею, вот себя накручиваю. Ну, вот такой. И вот этот Дудаев сделал, вот этот привел войну. Русские в любом случае пришли бы. Он
да, наверное, он старался, но он старался как? Да, не ну, лицо тоже потерять не хотел, не мог отказаться, но там как это, вот я не знаю, как бы я бы повел бы в такой ситуации. Представляете, заложником собственной политики он стал, потому что он там слишком много интервью раздавал на пустом месте. Я понимаю, вот я сейчас говорю, я поеду в Нью-Йорк, сейчас, сегодня я возьму билет на самолет, я лечу туда. Потому что, знаешь, почему я лечу? Потому что я знаю, есть у меня эта возможность или нет. Это перед вами город Нью-Йорк, западная часть Манхэттена, там сзади видно река Хадсон, это Хадсон-Ярд, знаменитый район Нью-Йорка между Челси и Хелл-Китчен. Вот так, это пересечение 34-й, 8-й авеню. Вест, который. И вот я знаю, потому что я знаю, что сколько денег на моем счету, я могу это себе позволить, я не могу. А этот человек раздавал эти интервью, как он, я не знаю, это же неправильно. Вот это демагог, вот это пустая болтовня вот этого человека, вот первый чеченский войны привели нас через, потому что он стал заложником собственной политики и никак не смог от этого. Вот и это только вот такая политическая часть. Мы же даже не касаемся материальной части нашей жизни. Мы стали все, чеченцы стали заложником этой политики. И у нас ничего не было. Мы выживали как сами, как и в советское время. Ничего не было. Вот странно это было. Вот мы государство, а мы не отвечаем ни за что. Вот, да. Вы, чеченский народ, вы отдельно, а мы, ичкеры, отдельно. Вот мы свои будем зарплаты своим чиновникам выдавать. Да, вот это да. Вот их непонятно, государство это было забота о своем вот этом кресле, о своих подчиненных. Дальше, а простые люди, которые не вошли в это правительство, или, я не знаю, или в воинских частях этих ичкеринских не участвовали, а им куда деться? А им как выжить на этой... Вот это было просто на произвол судьбы людей бросить. Я это не просто так говорю, я просто прожил это время. Я вот размышлял, а почему это так? Вот я не мог, сейчас я понимаю, что это были проходимцы, это были негодяи, это был лохотрон, чеченский лохотрон. И вот эти амбициозные, вот этот человек вот свои амбиции поставил весь чеченский народ в заложники, свои амбиции. И вот, конечно, нравится президент Ичкерии, там, это очень красиво, у тебя берут интервью западные средства массовой информации. И вот так человек, вот я только коснулся политической части. Вы представляете, что с нами творилось? Что с нами происходило? Как мы, в каких тяжелейших условиях мы находились. Уже 33 минуты, я не знаю, несколько часов, чтобы это все рассказать. Вы знаете, сейчас только политическую часть рассказал, примерно вот что вот это. Я подробности даже не опускался. И вот странно, вот этот радоваться, который... У меня радость сразу через второй месяц, третий месяц, когда снова мне казалось, все, люди, вот представляете, когда идет война, когда ты сопротивляешься, а износ ты все это делаешь, вот когда ты побеждаешь, кажется, то, что даже ты был плохим человеком, ты можешь, знаешь, поменять, я думал, сейчас они все поменяются, это Басаев как человеком станет, этот Гилаев, вот этот Радуев, вот эти все, вот это, понятно, Масхадов, единственный там был человек, который, вот этот, благодаря этому Масхадову это же был, он же придумал эту операцию джихад, вот он был идейным вот этим, он это придумал, вот благодаря этому вот они победили. И вот, конечно, когда эта победа пришла, никто не подумал о чеченском народе. Я, знаете, я просто один раз
у моего брата жена грузинская, и вот она знала, где живет Аслан Масхадов. И я один раз, когда этим родственникам в гости ездил, специально посмотрел дом, где живет. Просто, знаете, я не знаю, Джахарду, я тоже в многих митингах участвовал в Грозном. Мои студенческие годы это все выпало. И я не говорю, что было все плохо, это была хорошая идея, можно было воспользоваться. Почему и нет? В 91 году если это было бы, мы в 94 году об этом заявили бы, это было бы глупо, это была бы явная провокация. А так как в 91 году, когда все народы бывшего Советского Союза заявили об этом, это было логично, логическая цепочка нашей истории, которой мы всю жизнь, мы стремимся к свободе, зависимости. Но, знаете, каждая свобода, она же разная. И даже в семье, вот ты остаешься в семье, вот, лишая свободы, потому что ты должен слушаться отца, слушать свою мать. Если ты отдельно живешь, у тебя своя квартира, все, вот это ты свободный человек. Это же мы даже ограничены, эта свобода даже в своей семье. Вот я же помню это. Пока я не стал, не ушел из семьи, сейчас сам живот, я сейчас что я хочу, я свободный человек, потому что я делаю, что я хочу, вот в себе даже, ты лишен этой свободы. И вот моя претензия, да, он знает, все прекрасно понимал, что он нелегко. Вы представляете, вот я даже не смогу вспомнить, кто был председателем правительства. Вы представляете? И вот кто это все разбазаривал, еще земли же много было колхозов, все в одни кучи. Вот все, что вот в 91 году они все захватили, много людей, ничего не досталось. Смотрите, вот у нас в Дичном был колхоз огромные земляные, вот это. Когда, я же знаю, моя бабушка, когда этот колхоз создавался, она мне рассказывала, что вот этот колхоз введено, кто не в курсе, там были джунгли, когда этот колхоз выкорачивал вот эти земли, и вот там вообще не было земель, но это колхоз сам деревья убирал и поля делал. А сейчас вот эти люди, которые, вот им повезло, что вот они живут на этой улице. И вот человек, живешь на этой улице, где это колхозный поле, вот он вот взял вот до конца вот это поле, это мой отец, мой дедушка, мой прадедушка, это наша земля. Представляете? Там 3 участка, 4 участка, там 5 участков, ему пофиг. Он говорит, это все мое вот до конца, потому что это против моего дома, это все мое. Вот это как? Вот это от того, что ты там живешь, или ты ее купил, ты откуда-то с другого села приехал, это вот это основание, что ты там живешь, это напротив твоего дома, все это твое. Это ход 10 километров эта земля будет идти, вот это все твое. И вот так эти земли они вот не смогли. Вот тоже претензия этому Дудаеву. Хорошо, в 91 году ты еще, они укрепился, а еврей вместе стал президентом, там, главой Чеченской республики. Но в 92 году можно было же разобраться, что это люди, там какая-то кучка людей захватили все чеченские земли, и вот они до сих пор, прошло сколько лет, 35-36 лет, они до сих пор продают эти земельные участки, потому что даже старики, зачем им земля, а там рядом, вот у нашей семьи 10 братьев, парни, представляете, основатель этого села, наша семья, и она облик с дедушкой показали, 10 сыновей, ни один не получил участок, а там никого нет, от того, что их дом напротив этого колхозного участка, все им достал. И вот так многие миллионеры стали, до сих пор живут на этих дивидендах. Это правильно? Почему должна быть такая несправедливость?
между нами, чеченцами. Вот одни твои односельчане, которые не имеют никакого отношения к этому, все захватили и из него сделали бизнес. Где была ичкеринская власть, где был Дудаев, где был парламент. Вот это тоже, земельный тоже, все разбрасывали. Заводы, все национальное достояние чеченцев, все, что вы могли с молотка продавать. Очень много претензий. Поэтому я не веселюсь, я не радуюсь, как эти многие, которые не имеют отношения к вот этой победе 30-летней давности, многие даже, они родились еще. Вот они вот такие великие люди. Да, это за счет чужих, вот за счет, это же легко. Это легко. За счет народа, свои вот эти амбиции, свои вот эти политические вот эти. Это как? Очень сложно. Повестка дня, если честно, я не знаю. Мне иногда кажется, у меня нет красноречия, чтобы все это писать. Скорее всего, у меня есть. Я могу это все делать, но вот желание, нужно же еще иметь желание. Я сейчас начну рассказывать, как они вели во время Чеченской войны. Это что, прибавит мне чеченцу эвиденции. Вот наши враги будут, эти ингуши будут радоваться. Это им новая информация, я могу им подать. И вот потом будет на основании этого что-то там они будут замышлять, вот требовать. Они сейчас же требуют. Вот у нас была столица Чечен-Ингуш, Грозный, вот мы не получили ничего от этой столицы. Это вы, товарищи ингуши, это ваши дедушки, бабушки его построили на чеченской земле. Вот так. Наглости у нас имеется, вот, но хватает, конечно, это наглости, бесцеремонности. И вот это идиотом, мне кажется, вот тогда мы это не понимали, потому что век не так был совершенствен, и технологии не так развиты. А сейчас любой человек, который хочет узнать правду, он может пойти и узнать ее. Он не зависит от грозненской рабочей или газеты «Известия». Это сейчас такой век технологий, вот поэтому я удивляюсь, значит, это враги наши, это не наши друзья. Да, у них на чеченском языке они разговаривают, какие-то идеи хорошие нам снова пытаются затуманить наш разум. И вот знаете, ваша Ичкерия не состоялась, она обанкротилась. Вы проиграли войну, вы не победили, вы проиграли эту войну. Одна победа не считается победой всего. Вот сколько вы тогда после одной этой победы проиграли этих битв. И вот не нужно нас обманывать, товарищи, сидя в этих лондонских кабинетах. И вот это решили. И еще в парламенте Австрии, Страсбурге, понятно, ичкеринского. А вот в парламенте Австрии поехал. Зачем с украинцами? Украинские флаги висят везде. И чеченцы там пытаются туда сунуться с этим украинцем и выдать, что это про чеченцев, это австрийский парламент хочет разобраться, про чеченцев вот это. И вот странно эта победа, странно это слышать сейчас. Многие не учли вот это сладости и радости этой Ичкерии, скорее всего, хотят нас снова какую-то авантюру. И вот мне очень интересно, вот такие здания в Грозном строятся, это вы, товарищи, строите? Это вы, этим Чечне не имеет никакого отношения. Оно вам, как и Джохарду, да, по наследству не передалось. Это не ваша республика, это не ваш народ, хотя вы являетесь этим народом. Это как ингуши. Они тоже обиделись, ушли. И вот сейчас великий народ Древний Кавказ. Точно так же, скорее всего, мне кажется, появится такой народ ичкеринцы, которые хотят независимости за счет чеченцев, за счет чеченского народа. Это тоже хотим. Вот что мы хотим? Мы хотим мирное небо над головой. Это мы же не предатели. Мы же не хотим, чтобы наши матери, отцы снова плакали, волновались за нас. Вот погибали
многие умирали от этих, вот этот ужас прожитый нам недостаточно. Мы будем продолжать за счет вот не в Чечне, в горах где-то там спрятаться и вот свои идейно ощущать свою вот эти постулаты. Нет, будем прохлаждаться на Западе, в Лондоне сидеть, галстук, костюм одел и ходить на эти интервью, и вот представляться, я являюсь главой вот этого, и вот все, что они сейчас делают, это плохо. Вот мы четыре была единственная альтернатива всему. Да, была. Вот этот ваш Дудаев был, я извиняюсь, это оскорбить память многих наших героев, которые чисто веря вот эту Ичкерию, отдали свои жизни. Они ни при чем. Это были самые лучшие наши сыновья, наши представители нашего рода. И вот если мы будем тоже, мы не можем идеализировать Дудаева, то, что он все делал, это было правильно, и вот он своих ошибок не учитывал, что он вот только спал, мечтал только, вот, чтобы чеченцам было хорошо. Где-то, знаете, это прямо идти на лоб, если у тебя нет ни одного самолета, если у тебя нет ни одного гранатомета. Как это может человек прямо вот на огромное, еще это гордиться, мы на огромной страны против идти, зная, что они воспользуются этим моментом и вот стерут нас с лица земли. И вот не думаю, вот знаете, я не думаю, вот у нас был сосед, парень, молодой парень, я как-то рассказывал в своих рассказах, и я блогер, поэтому я просто делюсь своим, вот какой был перспективный мальчик он был. Я учился в другой школе, и я должен был каждый день мимо проходить. Не каждый день, в субботу я проходил домой, я мимо вот этого двора проходил. И там постоянно почему-то, никогда ко мне и подходил этот парень, ну, мальчик, и я его знал лицо, он знал меня лицо. И вот так, постоянно, годами, вот так мы общались, как бы взглядами. Никогда, вот, привет, салам алейкум, как ты, как тебе зовут? Не было знакомых. Может, он хотел познакомиться со мной, или может, я хотел познакомиться с ним. Вот был, ну, парень был идеально, мне казалось, вот, интересно, если он будет жил бы в Америке, скорее всего, в фильмах участвовал. Очень симпатичный, внешне очень красивый, очень такой. Я таких вот красивых людей не видел. Даже подростком я знал, что он симпатичный, очень симпатичный. И вот перспективы все у него были. Вы знаете, Первая Чеченская, он дожил до этой Первой Чеченской войны, умер или его убили, по-моему, убили. Вот так много людей лишились этой жизни, призрачной идеи. Наши потомки, это их были идеи, это их были мечты. Ну, мы же живем в современном мире. У нас просто так бывает завтра, и вот сегодня ты живешь так, а завтра ты не хочешь так жить. Это нужно как-то этому идти, как-то можешь резко отрезать. Вот как семья, это если ты можешь резко ответить, и тебе получишь обратно. А можно просто избегать вот этих. Вот Джохар Дудаев не избегал. Он не думал о нас, не думал о последствиях. Вот он на лоб лез, на этот рога. Ну, я не знаю, как можно потом из него сделать святого. И вот я молчу материально, ничем. Вот люди выживали как могли. Выживали как могли. Сколько обманов по телевизору было. Сколько всего было бешено. Сколько всего вот это лицемерие там лилось. И это не он делал. Я не обвиняю Джохар Дудаева, что это он делал. Нет, не он. Но он вот так с людьми себя окружил. И вот они воспользовались, зная, что это человек, который приезжий, обрусевшийся чеченец, вот воспользуется вот этим, и сколько замков, сколько дворцов возникли в Чечне, сколько их было, даже у нас
каком-то горном поселке, пятиэтажные дома частные, четырехэтажные дома частные. Вы представляете, что это? Я молчу о Грозном, молчу о других селах, где почему эти дворцы появились. Вот не было правоохранительных органов, никаких вопросов. Вот человек мог построить пятиэтажный дом нигде, они работают. А в правоохранительных органах не было никакого. Почему эти люди голоду почти голодают, а вы вот так дом построили? Нет, у нас это мы в Москве, мы раскрутились, мы это вот ложили. Это грузинские вот заводы, они Азербайджан продавали. Все вот с молотка, все. Даже в России обратно все это продавалось. За это вот, продал. Чеченский народ не получал ничего, а человек обогащался. Вот обогащение, очень много было обогащения. И не надо мне лить, только одни ингуши говорят, о, Ичкерия была, как она забыла. Вот знаете, лицемерие, твари, вы молчите, вы ни при чем. Вы не имеете никакого отношения, это Ичкерия. Вы проживали время на этой территории, и вы там время, вот вы к нам никакого отношения не имеете. И вот я удивился, когда мне ингуши вот восхваляли эти да. И этот человек живет в Грозном, этот ингуш, и рассказывает того, что я же тоже там жил. У нас тоже там квартиры были. И вот он рассказывает, что вот все строилось, все вот как будто что строилось, где строилось, когда строилось. И вот обман на обман. Поэтому у меня, честное слово, нет вот этого восхищенного, вот этого ичкеринского. Да, я думаю, что чеченцы должны быть свободными людьми. Они не должны ни от кого зависеть, ни от подонков, ни от предателей, ни от кого. И вот наш народ, это вот одному человеку не досталось по наследству. Вот один сейчас какой-то другой идет, появится, и потом снова вот это. Не нужно нам этих потрясений. Вот мы прожили это худо-бедно, даже готовы простить все это, но не нужно обратно хотеть это. Вот это преступная цель, и поэтому я говорю, нет Ичкерии, нет вашим авантюрам, вашим лжи, вашему лицемерию. Я за скобки оставляю тех людей, которые отдали за светлые идеи своей жизни, тех людей, которые искренне верили, что мы можем вот это. Числе этих людей я тоже. Я искренне, и я знал, что мы сможем. Но я же был наивным человеком. Что есть коварные люди, подлые люди, которые воспользуются благородной целью. И вот просто свои карманы набьют. А вот такое. Давайте я просто с вами попрощаюсь, потому что больше часа у людей, я сам очень сложно смотрю часовые ролики, сейчас снова час идет. Но вот такой разговор очень непростой, поэтому как в одних словах мы это не можем. Ичкеринцы, товарищи, живите, наслаждайтесь, вот, благодарите Бога, что вы вот так легко претензии ушли. Вот живите в Европе, зачем вам эта Чечня, зачем вам эта Россия? Вот тут я тоже живу, как вы, тут в Европе. Вы можете свою жизнь, вот почему нельзя ходить на эти работы честным трудом, своим потом, зарабатывать эти деньги? Почему нельзя, я не знаю, как вот это, почему вы должны предъявлять претензии, что это Ичкерия, что это ваша территория? Вам это передалось по наследству. Чеченский народ, это, знаете, разменная монета. Это все, вы показали, что вы могли сделать. Она не состоялась. И вы бежали, позорно убежали из этой территории, предав это своей, предав идее, и человек волен распоряжаться своей судьбой, он волен выбирать
это были не самые легкие условия жизни, я это понимаю. Но вот зачем? Зачем вам сейчас снова хотеть эти четыре? Снова хотеть, чтобы снова грабить? Конечно, снова у вас появились аппетиты, там же все сейчас красиво. Это вы оставили руины, ушли. Люди простые, это все снова воссоздам. Мы, чеченцы, трудолюбивый народ. Мы вот всю Россию, Советский Союз, вот сотни тысяч чеченцев, которые наша башня, все это отстраивают. Вот они показали, что они могут и свой дом отстроить. Все отстроили. И двигаемся семимильными шагами в будущее. И вот зачем вам это прошлое, я тоже не понимаю. Вот, знаете, не предъявляйте ни мне претензий, и другим людям, которые живут в этой Чечне. Они трудятся, они вот в реальных условиях все это, вот, знаете, все это перенесли. Это очень страшные вещи. Но нужно пора, знать, забыть это, просто примириться. Я надеюсь, да, сейчас шансом, конечно, вы не воспользовались. Вам почти 30 лет давали лазейку. Сейчас, конечно, вас признаны, вы, Ичкерия, признаны террористической организацией. Это ваши плоды ваших трудов. Это вы решили оживиться, живя Запад за счет других, вот оживиться снова на этой Ичкерии. Вот результат вашего плодотворного труда, как этих ингушей, вот вы вас признали 30 лет вас не признавали, сейчас вас признали. Из-за этой Украины. Украины. Вот когда у нас в Грозном нас убивали, эти украинцы молчали. И им было без разницы. А почему-то сейчас вы лезете, это Украина, и хотите, чтобы вот поэтому вот вас признали экстремистами потому, что вы там чеченские экстремисты, там ичкеринцы. Нет, это вот что вы хотели вот за счет других, вот за счет других, вот вы показали себя и вас признали террористами. Конечно, это очень некрасивый ярлык, вы чеченцы, какие бы вы ни были, вы говорите на нашем языке, и вот ваши, вот знаете, это все неправильно, все, что вы делаете, неправильно. Можно было просто своими делами заниматься и не лезть в эту Украину. Вот вы туда полезли, вот результат вас. Вот сколько вы имели шанс обратно приехать в свой дом исторический, вот вас простили бы. Можно было какую-то амнистию всеобщую на все сделать и прекратить эти взаимные обвинения, взаимные вот это требования. Но вот этого вы лишились. Не по войне чеченская власть, которую вы днем и ночью хаете и все это вот оскорбляете нас днем и ночью. Вот свои, вот из-за своих вот этих амбиций, своих вот этих ложных постулатов, Ичкерии, русское название Ичкерии, мы не хотим этой Ичкерии, живите Богом. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Очень сложным таким, как вам сказать, рассуждением про эту Ичкерию, потому что это памятная дата. Вот я не знаю, вот я вот сижу, вот честное слово, сижу и не могу понять некоторых людей, как они сложны, как они трудны. Вот представляете, вот ущерб своего народа, вот как это нужно заблуждаться, что вот они знают, что это, если они говорят по Кадыру, это чеченец. Кого он представляет? Чеченскую республику. И если вы считаете авторитет этого главы чеченского руководства, и вот чеченский народ то же самое. Вот потом слушают другие, это русские, это ингуши, чеченцы, эти чеченцы, вот эти монголы, татары. И вы вот так, это, вы сами, вот знаете, своими действиями, вы подталкиваете других вот неадекватным действиям к стороне чечен. Вам мало этих русских, которые днем и ночью нас не любят. И этих ингушей, соседей наших, которые с завистью смотрят на нас и не могут никак понять, почему у них все так хорошо, хотя они пережили такие вот эти потрясения. И других соседей. И вот эти украинцы, которые, представляете, после 2 чеченских войн, я думал, никогда ничья другая бомба не упадет на город Грузию. Вот они бомбили город Грузию, это русские.
не русские, а украинцы, которые они сейчас вместе с ними сидят, эти ичкеринцы, для них это Армань, что украинцы бомбят чеченский город, который пострадал от двух чеченских войн. Это было, как этому, даже можно было, сколько этих регионов России можно было бы трогать. Да, хорошо, что там Кадыров, там, которые, вот это, но нельзя было переходить вот эту грань. Это, вот они, это украинцы перешли. Представляете, если бы они еще не боялись бы чеченцев, они бы днем и ночью, каждый день бомбили бы город Грозный, эти украинцы. Вот вы с ними сидите, и вот под их, вот, вас уже давно все забыли, и вы под этим украинским флагом сидите в этих конференциях и пытаетесь что-то там нам сказать. Лучше к себе претензии, что-то у вас не так. Я не думаю, что вы вот думаете за наше благополучие, за благополучие чеченского народа. Вот, и вы его ставите последним. Вот, сперва свои амбиции, свои интересы своих этих бесконечных родственников, а потом у вас это в самом конце. Этот народ бедный, несчастный, которого вы обмениваете, как будто бы это наследство ваше. Вот что хотите, то и делайте. Это я просто сижу после этих интервью, вот так мне кажется. Знаете, я даже очень многих удивить, если я начну затрагивать материальные стороны этого вопроса. Я просто политическую сторону этого вопроса затрону, и то так легко, там, аккуратно, что материальная сторона вопроса, как вы оставили чеченский народ наедине с этой проблемами. Вот у вас в Грозном вы сидите, у вас это по телеку идет эта виртуальная жизнь, и вот этот великий Ичкерия, который может всего. И вот зная, что вы по первым же выстрелам могут, у вас был план же Б, вот не получится, уедете, будете в изгнании. Вот план Б мы увидим ваш. Вот такой. Да, кто-то заблуждается, кто-то искренне хочет нам благо, вы знаете, это благо нужно смотреть, нужно ли это чеченскому народу, нужно это нам. Вы же можете тоже заблуждать, почему я должен слушать какого-то непонятного чела, который вот так говорит, от имени народа выступает. Вот это я не пойму. Так что, товарищи, вы купили билет, не забывайте, что вы купили билет в один конец. Идеи бывают великие, идеи бывают хорошие, бывают плохие. Но когда эти вот разменные монеты становятся твой народ, это не благородная цель. А поэтому я, честно, я никакого отношения, вот зависти, злости никому не испытываю. Если это ингуши, которые, я скажу доброе слово, пару добрых слов. Если это вы, товарищи, мне без разницы. Это враги нашего народа, мне кажется, чеченского. Вот что это соседи, что это вы. Все цело, вот знаете, днем и ночью. Вот хотите, чтобы у нас было все плохо. Вот почему вам нельзя? Хорошо, у вас это не получилось, получилось у других. А почему нельзя за это радовать? Хотя бы сделать вид, что вы это одобряете. Это же, представляете, если я понимаю ваши вот это спичи, которые сейчас вы ведете, все это было бы в руинах, получилось бы сейчас Ичкерия 2. Вот Рамзан Кадыров не смог бы справиться со своей властью, там, не смог бы договориться с русскими. И вот все был бы бардак, вот все бы вот это дома в руинах, все над нами смеются, и за нас держат за бомжей. И вот я тогда понимаю, вот не справился с задачей человек, и как-то относиться. Когда вы видите то, что вам даже не снилось, человек смог сделать, сумел сделать, и чеченский народ сумел выстоять.
И вот сейчас поднятно головой ходят, не как эти бомжи. И вот это вас и радует. А что вас порадует? Вот это я не знаю. Вас порадовать, что мы... Вот это, если чеченское сердце, это не чеченское сердце, это непонятно какое. Ичкеринское, я не знаю. Чеченским сердцем человек как не может радоваться успехам своей малой родины? Как он не может радоваться, когда ты видишь веселые лица людей по проспектам Грозным? Вот это я не пойму. Это нужно же быть какой-то, я не знаю, какой-то расой, этот Джахар Дуда, вы, вы вообще испорчены люди. Неважно кто. Мы оставляем за скобки вот эти, кто прав, кто не прав, кто кабаларант, кто независимость. Просто я только смотрю, вот я соблюдаю интересы чеченского народа. Вот говорю, вот, что нам хорошо, а что нам плохо. Человек может ошибаться? Может. Почему человек, если он ошибся, не может признать свою вину и как-то, я не знаю, как-то, не знаю, это даже вот это, вот они ичкеринцы, да, это же то же самое чеченцы, что и Рамзан Кадыров или другие. А почему они, когда увидели, что все это срасливается, все это, вот это, как-то, я не знаю, как-то свои амбиции убавить, и как-то плечо поставить. И это же на благо чеченского народа. Если мы процветаем, это же чеченцы процветают, а не узбеки, не инопланетяне. И вот этого я не пойму, вот этого, вот только свое признаем, свой Ичкерия, и все остальное, Чечня, вот это, само название Ичкерия, которое вы придумали от русского, вот это хотели, вот это, вот знаете, вот это дает вам квалификацию, кто вы такие. Вы не чеченцы. Пока, с вами был Одинокий Честный.